покатать сами здесь минутку, например. Если у меня он не катается, патрон. Что у нас по закупу на мой арту? Можете копировать просто мой закуп. То есть трехлетка, мантия, две ветки, ферики, тангус. В принципе, линия на Морты Висп, она очень сильная сама по себе. То есть проиграть ее очень тяжело. За счет того, что вы два далека и у вас очень много ресурсов из Виспа. То есть вы можете просто кейсить, харасить постоянно противника. Так далее. Очень хорошо Морта подходит в героев, у которых много армора зеленого, неважно какого, потому что она пробивает героев всех, и ей плевать на броню за счет ее ультимейта. Так, ну лейнинг, обычный лейнинг, ничего такого. Стоим, контестим рейнджей через дедшот спокойно. По закупу что покупаем мы на Муэрту Виспам? Берем ПТшечку и выходим в Глепнир. Если вы играете на Муэрте без Виспа, то можно выходить в Мельнир, потому что не будет хватать атак спида. А так как с Виспом у вас быстрый атак спид под его третьим спеллом, то мы смело берем Грипнир. То есть там стан очень приятный и там вообще связки с Виспом идеально подходят. После Глепнира можно брать Dragonlance, БКБ, Дейдалус. Там уже больше очень по ситуации, в общем. Так, вот на втором уровне качаем второй скилл. Здесь я мискликнул, вкачал пассивку. От пассивки на втором левеле нету никакого смысла. Больше потенциала приносит второй скилл, потому что можно сделать какой-то килл, пробить героев. Потому что врагам очень тяжело под вторым скиллом с вами драться, потому там замедление атаки накладывается, сайленс и так далее. В общем, много опций. То есть вот у нас линия стоит с виспом, мы просто стоим, харасим их. Реген у нас много. Вот они просто на лоу хп стоят. Тут, конечно, неприятный персонаж Дарксир. Да, в него не особо приятно стоять, просто пушит пачку. А тут просто в таких ситуациях, в таких матчапах просто нужно играть на крипов. Главное не пропускать фриш на крипов. Даников мы можем контестить дедшотом, да, мы не забываем про это. Вот Тини уже начинает ругаться здесь. Тут немножко нам не повезет, не хватит урона. Кстати, вот я сейчас поставил... Я вот играю обычно на квикастах, но на Муэрте я убираю квикаст со второго спелла, чтобы можно было попадать сайленсом по героям. То есть просто удобнее, чтобы кидать его. Полезная функция.
Ну и вот теперь у нас, то есть такой геймплей, мы подпушиваем постоянно пачечку, да, автотачим ее можем. И подкачиваем уже левый кэм, левый бэкэнд просто. Тем самым у нас Netwars, он на 10-й минуте будет выше 4000 голды. Если вот на линии никого не убить, то мы просто пушим, да, и вот качаемся, как показано в игре. Первый скилл можно кидать на крипов спокойно, у вас покупается нулик. Манорегена, в принципе, у вас достаточно, так что можете юзать первый скилл, если у вас много маны, на крипов спокойно, чтобы их быстрее подфармливать. Ничего в этом зашкварного нет. Как видите, у меня в топе вот очень тяжелая игра, парни в топе на фидере очень много. Но в принципе Муэрто Висп это такая связка, в которой вы в соло сможете убить там всю команду вражескую, если у вас будут слоты. Тем связка это и хороша, что вы можете в соло закерить игру. Очень мало керри персонажей, которые могут вносить такой дэмэдж, как у Муэрто. Вот, то есть вражеские оффлейнеры с четверки не могут против нас стоять. Вот Тини ушел в топ, да, Дарсир будет в пачке. Пытаюсь, конечно, ему как-то помешать здесь, но это вряд ли у меня получится. Обычно мы просто на кач играем. Тут вот не попал я, но ничего страшного, бывает. Вот здесь, конечно, он закачает стаки на Дарксире. Так неприятненько все получилось. Но за это умер, так что, в принципе, пойдет. С релокейтом на виспе, когда у вас появляется релокейт, можете на любой файт лететь, там нажимать ульту, улетать обратно. С релокейт нажимается на какие-то файты, где можно фрикилы залутать. Очень сильный баф в вашей команде. Пытаюсь здесь как-то подпробивать Дарксира. Пока под тавером стою. Вот у меня уже парни в топе жестко нафигели прям. Но мы продолжаем качаться. Мы понимаем, что мы камбэкнем игру. В любой момент на Муэрте вы спокойно в любой файт выигрываете, если у вас много слотов. Вот очень сильный баф вам дает Грипнир, потому что за Грипниром вы можете кидать второй спел свой, сайленсить по кулдауну, потом дедшотом попадать по героям. То есть Грипнир очень бафает персонажа Муэрто. Муэрте вот контроля только не хватает. Тем самым Грипнир он дает вам этот контроль как раз. Ну, здесь я на лоха хотел его взять, просто не получилось. Идем дальше качаться. Да, вот парни в топе все фидят и фидят. Тем самым у меня уже, заметьте, 61 крип на 9-й минуте. Это хороший результат. Конечно, могло быть и больше. Могло быть и 80. Вот, например, я фулл пачку сейчас потерял просто так. Можно, конечно, играть плотнее. Но
так как КВГ 6000 здесь, я играл расслабленно. Понимал, что я в любой момент камбэкну эту игру, так что особо на чиле, на расслабоне. Можно, конечно, играть в full фокусе, да. Спокойно. Выигрывать любую игру. Туда идете и физите. Вот у меня парни по 6 раз уже умерли в топе. Что идите тут? Все, заметьте, после того, как я докачиваю первый скилл свой, я начинаю качать пассивку. Мы не докачиваем, мы не начинаем качать второй скилл, потому что нам нужна пассивка, чтобы фармить. Кстати, лайфхак, как кидать дедшоты вот между кемпами, да, то есть можно сразу 2 кемпа задевать, тем самым быстрее фармить. Быстрее набирать свой нетворс. Ну и все, просто с Мортой и Веспам вы качаете свою линию. Пока у вас не появится Грипнир. Нырела на мед, убьем. Вот тут вот Нырела, жмем на мед, убиваем, в принципе. Шейкера. Ну вот такие вот камбэчные начинаются уже моменты. Просто под любой файт хороший, можно рела нажать, убить героя и выйти. Набрать нетворс. Сейчас у меня молнии уже скоро появятся. С молниями мы очень быстро начинаем уже качаться, качать лес. То есть мы не уходим никуда глубоко в лес свой, не уходим в тройку. Мы качаем свои линии, просто качаем крипов лейновых, потому что с лейновых крипов там очень много нетворсов появляется. Если мы снесем Т1 тавер в харде, мы можем даже в тройку к ним пойти. Это, конечно, опасно, но когда у вас появится Глипнир, вы уже можете фармить в их тройке, на самом деле. А вот пока парни в миде дерутся, у нас рела не было, мы не смогли прийти в файт. Просто запушиваем тавер, запушиваем пачку, набираем нетворс. Пока вот у них нету ресурсов на миде после драки, мы решили зайти просто в тройку, закачать здесь троечку, стаки, миллион нетворса. Ну вы замечаете, да, сколько у меня, как быстро у меня нетворс растет. Тут тоже рела нажали, просто убили под рела. Пик здесь идеальный под террорблейда. То есть я контрю террорблейда очень сильно на Муэрте. Хотя я взял на Муэрта на ферспик. Я не знаю, зачем они террорблейда взяли вообще. Странный мов с их стороны. Ну и все, продолжаем качаться, да, просто вот качаемся в их тройке. Если к нам заходят, мы их убиваем, скорее всего. Здесь вот Дарсира прогоняем отсюда. Все, вот уже летит Глипнир. Дается сайленс под человек. Все, то есть он пока в сайленсе стоит в Глипнире и не может оттуда выбраться.
Здесь мы немного файт проиграли. Ну как проиграли? Весп у меня умер быстро, но в целом Терраблейд умер, так что все у нас файн. Заметьте, кстати, как я сейчас убью Дарксира очень плотно, то есть грипнер кидается, потом патрон. Ну и вот. А без глипнера я бы так не сделал. И все, дальше докупаем Dragon Lance, просто на жир, на атак рейндж. И качаемся дальше, продолжаем. То есть на 20-й минуте условно можно будет просто пойти забрать Рошана и уже начать пушить товара Т1. Т1, Т2 товара. Вот здесь, в принципе, им очень тяжко вообще играть в доту против нас. Если вот не видеть на мой арте, очень, легко победить. Дальше БКБ делаем после Dragonlance, если нам хватает урона. Если не хватает урона, можно выйти в постовый Дейдалус. Ну, либо Кристаллис просто. Можно не бояться. То есть в плохих играх, где вам нужно камбэкать, как-то вы можете купить просто Кристаллис себе и потом уже БКБ. Если там не очень много магии. Но обычно всегда БКБ очень хороший там. Ну и все, просто продолжаем играть с Виспом, с командой. Можете колить под себя команду, когда у вас скрипниры. Либо можете играть вдвоем с Виспом. Все, летите в топ. Вот тут играть будем, сломаемся. Выйдите отсюда все, выйдите. Видите сейчас. Да, вижу то, что вот мы сломали Т2 в боте. Больше там нечего делать. Вижу товара в топе вот стоят. Можно пойти в топ. Здесь как раз пачка за пушку. Либо мы глубоко. можем на релах вам прилететь просто next time. Можете дальше играть. Сейчас можно просто пойти на Рошана. С БКБ просто пойти уже пушить врагов. И заканчивать игру, в принципе. Все очень просто. ВГ здесь 6000. Ничего сложного нет в игре. Вообще выигрывать. Рела. То есть какой-то файт начинается, жмется рела просто. Тише, мальчик. Поймай, Спокойно Ставишь? любой файт мы выигрываем. Кого Рошана заберем? Да, вот тут я Колю Рошана. БКБ есть, Колю Рошана. Что делать после Рошана? Можно, да, как я обычно говорю на тренировках, забирать Т2 вышки, забирать территорию. В принципе, сейчас все наглядно будет здесь показано. Можно нажимать ультимейт на Рошана, не жалеть. В принципе, мы здесь и без ультимейта его забираем. Поэтому все норм. По талантам мы берем на 10-м правый талант, на дальность применения дедшота. Сейчас тестил вот левый талант на... Тестил талант на второй скилл, на отхил.
Но такой себе, если честно. На 15 берем левый. Очень много дэмэджа добавляют. Прям невероятно. Ща, вы можете форсить что-то у нас белый есть. Кто закинул? Вот, очень много дэмэджа просто. Ну, тут я подфижу немножко. Оракл! Оракл не успел подойти. Проиграли файт, но ничего страшного в этом нет. Нормальная практика. Закинуть спокойно. Нет, тупая, не могу тебе прилететь. Здесь я просто ухожу уже. Опять надо ждать. Да, подзакинули немного, бывает. Лаки. Ты сидишь. Просто ждем сейчас, когда резнится моя команда. Вот, просто Террорблейд от ультимейта моего Ну, я откинулся просто побоялся, что ты там сдохнешь. Нормально. за пару тычек. А здесь играть на пику просто. Ее делаете в случаях, когда вы играете в Урсу, когда вам позиция нужна. Например, здесь я против стенки взял, но просто догонять еще людей. Все вместе. Пойдем Убивать. Давай. Нормально. А, не бардочка здесь. Барды, что ли? Ну все, опять же, стакаемся пятером. Главное не умирать по одному в игре с Мартой. И просто стакнуться там вчетвером, пятером, пойти и закончить игру. В моменте. Тут под ДД очень хорошая ситуация. Под пиков. И верно, спокойно заходим на хайграунд, ничего не боимся. Под нами стоит Висп, Оракл. Если что, Висп захилит, но меня очень тяжело бить без Виспа. Ну все, вот здесь уже игра закончилась, в принципе. То есть очень все просто, не знаю, как можно не апать ПТС на этой связке. Такая же имбовая связка, как Марс и Висп, только на Муэрте. Тут нам Тиня еще скипнул пачку, игра еще подзатянется немного, но в целом все. Отличный счет. Вот нас пачку скипнули. Гопэк. Клево. Это вот одна из двух игр у меня на 6000. Во второй игре был счет практически идентичный, там чуть больше киллов было, 0 смертей было у меня. Все, если нужно будет, я ту игру тоже запишу, но в целом там ровно та же ситуация, ровно точно то же самое произошло. Просто закончили игру быстрее и все.
Ну и все, тут просто игра заканчивается. Вот тот самый терраплейт 16. Ну и все в целом. В соло.